В городе Талдыкурган в здании Салтанат-сарая под председательством главы региона Амандыка Баталова состоялась 23-я сессия областной ассамблеи народа Казахстана «Единство и согласие. Основа духовной модернизации». В Жетсудском регионе все более налаживается работа Советов общественного согласия. Их число на сегодняшний день 627, где трудятся более 4209 человек. Необходимо отметить роль и влияние этнокультурных объединений на развитие Алматинской области. На встрече говорилось о важности и своевременности проведенных мероприятий в Жетсудском крае по проектам «Духовной святыни Казахстана», «Туган-жер», «100 новых лиц Казахстана», о необходимости дальнейшего укрепления межэтнического и общественного согласия, о роли Института медиации и плодотворной работе данной организации в сфере благотворительности. В своем выступлении заместитель председателя областной ассамблеи Габит Турсунбай, рассказывая о направлениях деятельности работы данной структуры в рамках программы «Рухани Жаңғыру», акцентировал внимание на проведении в 2018 году 12 масштабных мероприятий по воплощению в жизнь поручений главы государства. О многих интересных и глобальных начинаниях поделился с участниками встречи руководитель управления внутренней политики Алматинской области Рустам Алпспаев. Ежегодно избираются 2 общественных заместителя председателя ассамблеи. Сегодня на эту должность были представлены и утверждены Читуев Саид Тимурович и Едигов Ацалим Саламович. Работа 23-й сессии продолжилась с церемонией награждения членов Ассамблеи народа Казахстана Алматинской области и работников, которые своим трудом внесли значительный вклад в улучшение работы данной организации. Изучение региональной истории. Такая работа будет способствовать развитию патриотизма с детства, когда ученик знает, в честь кого названа школа, в которой он учится. Благодаря государственной политике сегодня удается собрать воедино уникальное богатейшее культурное наследие, которое оставили нам наши великие предки. Об этом также свидетельствует и организованная в фойе выставка ценных экспонатов, исторических документов, фотографий и замечательных картин, посвященная деятельности известной казахской поэтессы, импровизатору Саре Тастамбекқызы. Классикой жанра называют знаменитое поэтическое состязание Биржансалы и Якынсары, которое состоялось у горы Ешкөлмес. Данные работы были переданы в дар Казахстану дочерью известного художника, архитектора и скульптора Маргариты Ващенко Гелии Тимофеевой. Культурные и духовные ценности должны всегда оставаться с нами, ведь модернизация – это прежде всего сохранение национальной культуры, высокой духовности, соблюдение традиций и обычаев родной страны своего народа.